Вы бы за кого скорее проголосовали, за Собчак или за Явлинского? Явлинского. Почему за него? Собчак очень молодая, чтобы быть президентом. Очевидно, что она не будет. А как бы у Явлинского, он, конечно, тоже не выиграет, понятно. Но хотя бы больше похож, ближе к президентству. Не за Собчак. Я ее как человека очень уважаю, но как президента я ее не вижу. Скорее за Собчак. А чем она нравится? Вот. Да ничем, вы же сказали, между Собчак и Явлинским. Про Явлинского вообще ничего не знаю. За Явлинского, скорее. Почему за него? Ну, не знаю, как-то более... Более давно его знаем в такой в политике. Ну, как-то Собчак я не симпатизирую вообще. Нисколько. Хотя дама такая пробивная. Лучше бы занималась чем-то другим, чем политикой. За Явлинского, думаю. Все-таки это более взрослый, знающий человек, нежели Собчак. Собчак это неинтересно. Ну, вы знаете, ни за того, ни за другого. Никого больше. Потому что мы их в 90-е годы уже знаем. Мы голодные сидели. За Явлинского, наверное. Почему за него? Не знаю, я просто Собчак не очень люблю. Она очень умная, образованная, и, в принципе, народ ее любит и так далее, но мне она почему-то вызывает какие-то негативные эмоции у меня. Поэтому так. В большей степени за Собчак. Потому что Явлинский уже очень давно на политическом небосклоне, толку от него ноль, начиная с нереализованной программы 500 дней. Это был единственный позитивный всплеск, но и тот закончился пшиком. Скорее за Явлинского. Я не считаю Собчак политической фигурой. Скорее за Явлинского. Он долго в политике, он разбирается, в общем-то, достаточно серьезно во всех экономических вопросах и политических, особенно внутриполитических. Собчак. Человек не останавливается на достигнутом. Человек постоянно есть тяга к росту, развивается. То есть, если даже говорить про ее имидж, который был там лет 10 назад, да, там связанный с Дом-2 и чем в нее до сих пор плюют. И кто она сейчас? То есть это все-таки, мне кажется, как раз эта динамика видна.